В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Боль всей уммы. В эту ночь в Чеченской Республике молились за жителей Палестины во всех джума-мечетях. В своих дуа к Творцу они просили мирного неба для братьев-мусульман. Дополняя архитектурный ансамбль Грозного. Мечеть будут украшать 4 маленьких купола и 1 большой. На финальной стадии строительства мечети вблизи площади Минутка. Расскажем, когда планируется открытие. Славные сыновья отчизны. Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Батальон Ахмад-Запад на страже рубежей страны. Репортаж наших коллег с ГТРК «Белгород» о чеченских бойцах, защищающих государственную границу. В эту ночь тысячи верующих во всех мечетях республики выстаивали молитвы за палестинцев. Для коллективного тахаджуд-намаза жители собрались по призыву главы региона. В своих молитвах они взывали Творца к защите мусульман Палестины, которые подвергаются террору со стороны Израиля. Число жертв конфликта в секторе Газа достиг 3000 человек. Преимущественно это дети и женщины. Репортаж Турпалали Тайсумова. В связи с трагическими событиями, происходящими в секторе Газа, где израильская армия, поддерживаемая странами Запада и Соединенными Штатами Америки, напала на Палестину, мусульманский мир сплотился, моля Всевышнего спасти мирных жителей от жестокости еврейского правительства. По призыву главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова во всех региональных святынях накануне состоялся тахаджуд-намаз. Центральную мечеть сердца Чечни верующие заполнили полностью. Перед коллективной молитвой к собравшимся обратился муфти региона Сала Хаджи Межиев. Тағана дуада дели қайқа оуша қеттауай эгер езач хэнчуах. Алхамдулилlah дал хастан бу собдағақ додлош, қоч, иман долш, қонақчал yoluş. Berkatiye paça Ramazan hacvayın olur. O dünyanın yeme ayatsana bu sobdağıq, satsatan bellat sergbal xəşna elçi, Zo'ki qovdozda iz ortsaq valas metkiats ol bir busubnaq bioqch Siriya bol busubnaq itsaqash Iraq biadat milloch metti ot Palestinat iha duqqa Yagarin verwoch mettik şu Soşiye berkate kü qovdayna Ot massosh miskichnaq tun duadash tun barkal olsh Palestina boş bolvoy vecri deli biyokş. Halak bu haldo sergah. O dünyanın şey urg şey değil do elxiyeç. Tane homanak izluş boç. O jükte deli mostrisha. Tane qasta savaş. Vaqqa jima zoda ber stag. Bay şallık baş. Eğer çu belçütse bituş, ostaypana uyal guça yakna, sen de ihal gottin. Evoy busul becri, yecri. Busul dağdeli bir hoşa qetta koy. Bir çagiyeç, dokçaloş bolnaq, şuna bu elçi, Peygamber bu aleyhissalatu vesselam. Şey ummataq dokçaloş verg ve gvatsalas. Şey umataq dokçaloşvek ve gvatsalas. Sondera boquç balğı oşa qetta qoy. Ta şey koyoç. Dalgerga hora moşeşi tsid ayazirulş. Siga bolş bol busub daxiye yaxşal xartsonna xartso tarix şol xartso ilmettik boçuş masayre degniş lazoy. После слов поддержки палестинцам они совершили намаз и далее прочитали мавлид за скорейшее прекращение боевых действий против мирных жителей.
В Шалинской мечети «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, пришедшие по зову сердца верующие отметили важность совершенных молитв и прочитанных дуа. Они искренне надеются, что их мольба о помощи мусульманам будет услышана и принята Творцом. قطر يغلق شالخ يدالة سجرة إيش دالي بيوش أوكرانيا أس دال ماسخشن أوكرانيا بالثيري ركوات سواء تيجي عدول شغل غلق يبصوا بناخ تيجي خلق بيش بير ديك زود يج شافك خلق ديش قوش لاتشع إيش ببوق إسرائيل بس أوكرانيا دول عيدل دبوق شارع أتصل ديل مصر بقش أس أوكرانيا أت بيغلين دعلة أقلتش بولو قهويش بولو وجري بيغش قوي موخك وي باتشا وي قام ديغش دعنيش داش بولو برق نعبيش بك وي بوصلنا بيغش لقوي ديون دعنيش داش يش مصو إزبالح باخر ديغش بزن دي صار حيز وش بول ديون إيه وي بوصل قام شادر جيدون إشتا إس أوكرانيا وي بيجن بول ويش بوصل بيجري يش بيغش Palestina došlo حالا باي مسيرة دبوسوش نيان دقنش دون لزشة لقنوش الله ديل ترجو دون لا مشتين دون إيش لقنوش الله ديل دون بيخ وزن ديل وخون ديله هنسيل الوزل وقل دون سيد دون هنا أصل ديل يكرسنا يجوكتو خلق بيدعبوش وزن ديل هنقسقوش كتدوخو يا الله. За прошедшую ночь религиозные мероприятия охватили все районы субъекта. В Курчилойском муниципалитете жители собрались в местной святыне, чтобы в своих дуа попросить Всевышнего защиты для палестинского народа. Не остались в стороне и отдаленные населенные пункты. Шатойский район также провел эту ночь в молитвах. Многочисленные сотрудники управления Росгвардии по Чеченской Республике также присоединились к этой благой миссии. Солдаты ежедневно борются с подобной нечистью в зоне проведения специальной военной операции против неонацистов, захвативших власть в Украине. وي نخشى عن درجة دو إشتسمنا كيشم بنا دالا صدق دين قام دوية مصر ورزينة دوية هردول حلا هين إسباليسيان دول حلا أتصل جو صخلة اسمش جنا خينا تقدقين شلا وعد قومش جنا والحلقة بولشة بقيشنا قلت دالا مصر ورزين دوية إشتا. Кроме того, поддержать своих братьев, находящихся в Палестине, собрались бойцы подразделения ОМОН Ахмат-1. Все это показывает большую сплоченность чеченской нации, в свое время испытавшей подобное горе в ходе двух военных кампаний. Турпал Алита Исумов, Бекхан Магомадов, Саид Эмин Мусаев и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. До 3000 прихожан в скором времени сможет принимать мечеть вблизи площади Минутка. Возводить ее начали в 2020 году. Это точная уменьшенная копия святыни в Шале, гордость мусульман имени посланника Творца. Когда планируется открытие, расскажет Медина Мударова. Это самая высокая точка сооружения. Мечеть будет украшать 4 маленьких купола и 1 большой. От него пойдет аллема в 4 метра. Их общая высота будет составлять 36 метров. Центральный зал накрыт огромным куполом, а рядом возвышаются 4 минарета. Их высота 53 метра. Святыня возводится в Грозном. Внешний облик будет напоминать стилистику мечети «Гордость мусульман» в Шали. На данный момент ведутся кровельные работы и наружная отделка. Ее выполнят в узбекском стиле. Занимаемся сейчас мраморным делом. Мрамором обшиваем. Сначала изоляция сделаем, потом специальная конструкция есть у него. Вот. На объекте трудится 70 человек. Они утепляют стены, затем займутся проводкой воды и электричества. Строительные работы начались летом 2020 года. На площади 3200 квадратных метров будут комнаты для омовения, парковочная зона и благоустроенная прилегающая территория. Гранитные плиты на верхней части. И цоколь, и стены наружные тоже полностью гранитные. Они сейчас идут подготовительные работы, утепляют стены, ставят каркасы, одновременно еще тахарату, куда тоже монолитная часть шахталю, куда кирпичный пин, шалду.
Площадь молельных залов на 2 этажа 1656 квадратных метров. Они вместят в себя до 3000 человек. В скором времени новая, красивая и уютная мечеть распахнет свои двери для верующих, где они в комфорте смогут совершать намазы и восхвалять Творца. Руководство региона не забывает о главном – религии. Строятся школы хафицев, центры духовного развития и, конечно же, мечети. В республике их уже 1412, а на этапе строительства 82. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская республика. Личный состав батальона «Запад-Ахмат» носит службу по охране российской государственной границы. Задача – оказание противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращение их проникновения на территорию Белгородской области. О чеченских бойцах, которые стоят на страже рубежей страны, подготовили материал наши коллеги с ГТРК «Белгород». Репортаж Александра Коробова. В густых зарослях, обеспечивающих максимальную скрытность, расчет БПЛА готовится к запуску дрона. С тихим жужжанием птичка уходит в небо. В это время свою позицию занимает минометный расчет. Есть информация о скоплении сил противника на приграничном опорном пункте. Аккуратно уложенные артиллерийские мины уже готовы к стрельбе. Приезжаю на позицию, готовим мину, чтобы порох не отсырел, чтобы долетел точно в цель, чтобы поразить цель и уничтожить. Ну вот сегодня на сколько будем работать? Сегодня будем работать на 6 километров. На позиции появляется командир батальона. Несмотря на высокую должность, всегда лично изучает положение дел на передовой. Где их копы там спрятаны. Вот это он высовывать не дает. Поэтому будем мы работать. От разведгруппы поступает доклад. Коптер над целью. Миномет к стрельбе готов. Первую мину отправляет командир. В умелых руках миномет – страшное оружие. Ровесник Первой мировой. За эти годы конструкция практически не изменилась. Старый, но не бесполезный. Это, конечно же, не оборудие, оно современное, а о принципе его работы. Стреляет по навесной. И даже с развитием различных артиллерийских и ракетных систем старичок остается вне конкуренции. Калибр 120 мм не оставляет шансов боевикам ВСУ. Разведчики фиксируют попадания по блиндажам противника. Цель поражена, Еще один дайте, еще один дайте. Сегодня на вооружении батальона «Ахмат-Запад» стоят различные беспилотные летательные аппараты. Сейчас вот мы командировку давали, ты сам видел. Для этого есть у нас мавики третьи. Их все знают, мавики. И для других задач есть отдельные коптеры. Я их назвать не буду, но у нас все есть они. Нас обеспечивают. У нас глава Рамзан Ахматович, наш брат. Он всем, все коптеры, любой коптер нам управляет. Сейчас, даже если хочешь, я покажу там. Есть для, бросы делают там, Волги, много разных делаешь там. И есть, которые камикадзе, которые... На днях с помощью FPV-дрона бойцы чеченского спецназа поразили вражескую установку ПТУР, которая периодически сильно досаждала нашим пограничникам. Вся система взводного опорного пункта, она вот так организована, то есть все ходы сообщения, каждой позиции, в каждой огневой точке, то есть абсолютно скрытно можно подойти. Сегодня в Белгородской области по всей линии соприкосновения с Украиной выстроена серьезная линия обороны. В земле и под землей тянутся километры траншей, оборудованы сотни долговременных огневых точек. Как видите, здесь еще одна огневая точка крупнокалиберного пулемета. Свой сектор полностью держит, ребят. Любые попытки противника где-то там в полосу проникнуть сразу будут пресечены. Косит даже деревья, наверное. Да, 12,7 калибр, то есть вооружение достаточно серьезное, поэтому действенный эффект оказывает на противника. Все укрепления максимально замаскированные. В качестве противодронной защиты отлично подходит сетка рабица и обычные бревна. С той стороны очень часто прилетают дроны, мины и снаряды. Бойцам непросто, но они максимально мотивированы. Защита Отечества – дело благородное и достойное настоящего мужчины. Всем обеспечены дрона. И еще обновили нашу технику Рамзан Ахматович. Спасибо ему огромное. И приказ наш главного командующего Рамзан Ахматович, мы
в любое место докажем и пойдем даже Киев. Боевым духом идем, братья, без проблем нам. Идти и завоевать территорию без проблем. Дух есть, опыт есть у бойцов, самое главное. Поэтому мы будем двигаться. Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Россия может! Россия! Мощь! Грамотное планирование работы подразделения – залог успеха. В случае обострения ситуации на передовой на помощь моментально придут группы быстрого реагирования с тяжелым вооружением. Враг не пройдет. Александр Коробов, Вячеслав Подзолков. Вести. Белгородская область. Учащиеся столичной 18-й школы смогли попробовать себя в роли архитекторов и проектировщиков. Ребята посетили офис компании Smart Project. Она занимается комплексным проектированием объектов, включая дизайн и архитектурные проекты, составление сметы, выбор подрядчиков и материалов уже более 5 лет. Встреча прошла в рамках реализации проекта по профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» национального проекта образования. Им рассказали о преимуществах и минусах работы в данной сфере, подробностях обучения и многом другом. У гостей была возможность задать интересующие их вопросы. Мне очень понравилась экскурсия, было все очень интересно. Дизайн интерьера – это действительно очень интересно. Я еще не определилась с профессией, и поэтому эта экскурсия была для меня полезной. Я узнала много нового о дизайне интерьера и думаю, возможно, связать свою жизнь с этой профессией. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах, в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.